свободу политзаключенным! Требую прекратить противоправные действия и разойтись. Даю на исполнение моих требований 3 минуты. На выполнение законного требования сотрудника полиции дали 3 минуты, чтобы уйти. Как вы видите, все перекрыто. Сотрудники полиции говорят, нам ничего не сказали, нам не дают выйти. Я не за Навального пришла. Я пришла посмотреть на беззаконие, которое творится у нас. Конкретно я пришла с целью того, чтобы в дальнейшем Россия была свободной и счастливой. Почему кто-то может позволить себе дорогие особняки в несколько миллионов, миллиардов рублей, а кто-то не может элементарно позволить себе снимать квартиру и живет на улице, в прямом смысле слова? Насилие насилием не решается никак. Все хуже и хуже. Я вот переживаю, например, за свою дочку. И я чувствую, что если я не выйду, и все будут бояться, я хочу показать, что не стоит бояться, что надо бороться за счастье, за счастливую Россию будущего. Мы хотим ночевать дома сегодня, так что не надо привлекать внимание к нам. Несколько десятков участников несанкционированной акции в Казани все же в этот вечер домой не вернулись. Ночевали в полиции, ждали суда. Для кого-то участие в митинге оказалось платным. Назначены штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. Особо активные и те, кто оказался задержанным за это не в первый раз, получили административные аресты. Ведущей деятельностью в данном возрасте является общение, да, то есть общение со сверстниками. Они идентифицируют себя значимой для них социальной группой. А в интернете идет обезличенное общение. И, по сути, той идентификации со значимой группой социальной не происходит. Люди, не сумев взять ответственность за какие-то неудачи на себя, они пытаются выйти на улицу и показать всем то, что это не они виноваты, а виноваты во всем общество. Административный арест – это тоже лишение свободы, но на короткий срок и без уголовной судимости. Если действительно с миром, то может обойтись и без особо серьезных последствий. Заплатить штраф, сделать выводы и не повторять ошибок. Но бывает, что небольшая шалость, как может показаться на первый взгляд, оборачивается черными пятнами в биографии или сломанной судьбой. Признать виновным Абдуллина Альберта Рамиль в совершении преступления, предусмотренной частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенным наказание. Альберт, предприниматель из Набережных Челнов, теперь жалеет о том, что в январе этого года в социальных сетях призывал потенциальных участников митинга сопротивляться представителям власти. Теперь в его биографии судимость по уголовной статье. Наказание получил, можно сказать, мягкое – ограничение свободы. То есть он не за решеткой, но полгода не сможет никуда выезжать, участвовать в массовых мероприятиях и раз в месяц обязан отмечаться. Судимость по уголовной статье в биографии молодого человека означает, что вряд ли теперь они смогут работать в государственных или муниципальных организациях, и тем более там, где есть режим секретности. А так называемые экстремистские статьи – это не только ограничение в получении работы, а уже практически несмываемое пятно биографии. Камиле 25. В январе этого года участвовала в несанкционированном митинге, была оштрафована. После митинга затянули социальные сети. В следственном изоляторе она с февраля. 13 сообщений были признаны экспертизой призывом к осуществлению экстремистской деятельности. Это было написано на эмоциях. Написала, забыла. Может, какая-то шалость. Вот так. Но это несерьезно в голове. Не во время, не после митинга, а прямо из дома увезли и Эльнара, ровесника Камилы. Это был просто чат, в котором были администраторы, организаторы, были также участники. Вот одним из участников чата я и был. В чате было общение, вот, пару таких высказываний было, а в остальном это уже просто было общение. Вот. Вот и из-за этих высказываний, собственно, я и тут. Серьезных там каких-то последствий не ожидал. И, собственно говоря, даже не знал, что есть статья за это. Содержание тех сообщений в чатах воспроизвести мы не можем, так как это будет снова публичным призывом к экстремизму, что и послужило, собственно, причиной для возбуждения уголовного дела по статье 280. Организаторы, с которыми там в чате состояли, они никаким образом больше в вашей судьбе участие не принимали? Нет. Это устроены организаторами, которые на самом деле находятся за границей. Людей просто используют как пушечное мясо. А мы здесь
с этими проблемами, потом остаемся один на один и решаем их самостоятельно. Виртуальные организаторы чатов и митингов в лучшем случае могут выслать какие-то инструкции, но судьба конкретного человека их уже не интересует. Попав сюда, я начал ценить, во-первых, семью. Поменялись, наверное, приоритеты больше, скорее всего, в сторону семьи, работы, карьера. В день задержания Камила должна была первый раз выйти на работу в банк. Теперь о такой перспективе уже не думает. Собственно, и в политике себя дальше не видит. Зная последствия своих действий, я бы никуда не пошла и ничего бы не писала абсолютно. Я бы не касалась этой темы совершенно. Когда человек находится в толпе, социальная психология толпы, она четко говорит о том, что теряется и размывается «я», идентичность человека, образ «я». То есть он полностью размывается, мы идентифицируем себя с толпой, тем самым границы нашего сознания, то есть критичность мышления, она изменяется. И мы мыслим уже, как мыслит в целом эта большая толпа. Навальному врача! Навальному врача! Навальному врача! Чтобы это сделать, нужно 1000 раз подумать, стоит ли и зачем. Я не думаю на эту тему вообще больше. А о чем вы думаете сейчас? О доме. Давно вы здесь? 2 месяца. Зуфар Давлетшин, Андрей Мохов, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней.